Из года в год абитуриенты со всех концов России атакуют столичные театральные вузы. Прослушивание за прослушиванием, тур за туром, каждый из них надеется, что именно он сможет поступить. Но очень редко кому везет с первого раза пройти множество этапов и соревнований. Но есть и другой способ. Легкий, ежегодно ведущими учебными заведениями искусства и культуры страны выделяются целевые места. Как стать счастливчиком и попасть в число их студентов, узнавала Мадина Джанхотова. Все профессии важны, все профессии нужны. При всем разнообразии специальностей в различных сферах перед выпускниками школ сегодня встает вопрос, куда пойти учиться. Причем зачастую ребята выбирают одни и те же профессии, среди которых наиболее популярными уже много лет остаются юрист, экономист, врач и учитель. Однако мало кто задумывается над тем, что профессию следовало бы выбирать по призванию, по зову души, а не рекомендациям знакомых и настоянию родителей. Профессия избирается не на один день, порой любимым делом человек занимается всю жизнь, посвящая себя тому или иному занятию. К таким людям, безусловно, можно отнести работников культуры, которые, связав свою судьбу с музеем, библиотекой, эстрадой или театром, уже не могут обойтись без своей стихии. Институты культуры предлагают абитуриентам сегодня множество различных специальностей и не всегда актерских, которые помогут молодым людям найти себя в профессии. В республике, к примеру, в настоящее время довольно востребованы режиссеры, драматурги, сценаристы, актеры, звук- и светооператоры и ряд других специалистов. Так что без работы выпускники, выбравшие эти направления, точно не останутся. Там огромное количество факультетов, надо посмотреть. Кто-то на эстраду поступает, кто-то там еще куда-то. Много ведь там направлений очень. Понимаете, и там есть очень интересно, там есть, допустим, техника света и звука, да, допустим, технари на свет поступают. Ежегодно ведущими учебными заведениями искусства и культуры страны выделяются целевые места для желающих. Вопрос подготовки квалифицированных кадров министр культуры Ингушетии недавно обсудил в Москве с президентом Ассоциации учебных заведений культуры и искусства и ректором ВГИКа. Участники встречи договорились о целевом наборе абитуриентов из Ингушетии. Не только с республики, из других республик тоже поступают заявки. Вот на основании этих заявок, которые мы формируем, у меня сейчас нет времени, как раньше. Раньше я этим занимался уже в январе. Вот. Потом мы ведем переговоры с ректором, смотрим там с проректорами, деканами, берем у них свод тоже информации, какие-то места, смотрим, где целевых мест больше, меньше, перекидываем. И вот исходя из этого на республике выделяются то или иное количество целевых мест. Они не закрепляются, они выделяются, если пройдет ребенок, да, если нет, на него перебрасывается. Вот, то есть нет такого, как раньше, вот некоторые думают, что за мной закрепили, оно уже мое личное, никуда от меня не денется. Нет, ты сдай экзамены, у тебя есть льготы, ты там, где другой получит 5, ты получишь 4 и пройдешь. У тех, кто прошел отборочный этап на месте во время приезда комиссии, при поступлении в вуз появляются определенные льготы. Так что тем, кто намерен поступать в этом году, стоит поторопиться с выбором и подготовкой, поскольку одних ЕГЭ для поступления недостаточно. Требуется пройти еще и творческий конкурс, а сроки подготовки поджимают. Вообще, чтобы было понятно, сроки, да, комиссия выезжает в первой декаде мая. Сюда вот эта приемная комиссия. Значит, то есть сейчас вот люди, которые появятся, мы их уже на кого-то замкнем, специалистов, их будут готовить. Вот. После этого у этих ребят будет люфт еще там где-то порядка, ну более чем месяц до поездки в Москву, чтобы подготовиться. Вот. Но документы, то есть важно, чтобы если этот человек поступает на очное, он поступает после школы, конечно, обязательно ЕГЭ. Вот. То есть с документами должно быть все, ну, все нормально, все в порядке, да. Вот тут надо заявки надо уже подавать срочно, потому что мы должны заявки на целевые места формировать, там время ограничено тоже уже посылать срочно. Всего за последние годы в московские вузы культуры из Ингушетии поступили 62 человека. Не все из них доучились и окончили институты, но специалисты постепенно возвращаются в республику. И хотелось бы, чтобы их было как можно больше, отметил Михаил Базоркин. Мадина Джанхотова, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.